А цифры это означают просто, что как бы развито, да? 108, да? Ага. Смотрите, тут по цифрам 108, вот. Ага. Покажи мне Якутск. Горный вижу. Якутск где? Якутск у нас где? Здесь вот городской округ Жатай. А где город? Лёхвинск вижу, Так, вот Горный Якутск. вижу. А, то, Вот что, что тут вот цифрами написано, это Якутск. Это вот Нет, то, я на что карте Якутск. смотрю. Вот он. Все, спасибо. Вот так вот люди позируют. Сколько сегодня градусов, Альбина Валерьевна? Что-то сказали 33, да, или 32? Очень жарко. Пошли за медом? Пошли. А мы пришли на площадь Орджоникидзе с Альбиной Валерьевной. За медом. По-моему, вот одна палатка, да, или две? Потом, может быть, еще приедут. Только начало. Как бывает много. Просто такой анонс был, что приехали из разных регионов России, из Абхазии, там оттуда, отсюда. Этот дальневосточная, либо остальное Башкирия. А я у вас покупала, кстати, этого человека. Вы на Ксянском рынке, да, по-моему, стоите? Нет, на крытом рынке. На крытом рынке. А вы осенью были на этом, в Кружало? Да, я постоянно участник. У него мед вкусный. Я брала, короче, какой-то темный и светлый мед брала. Гречишный, по-моему, еще какой-то брала. Очень вкусный мед. Постоянно участвую. А что такое Акураевый? Акураевый — это очень редкий вид, его очень редко привозят в Якутию, но по своим и целебным, и вкусовым качествам очень нравится. Жаль, что вы не застали, у меня разобрали. Вот мне тоже такие вот штучки верблюжью давали. колючку у меня разобрали. А, да? Еще даже Я заказал вот сейчас вот буквально перед вами вот. Я ближе колючку привозила из этого, из Казахстана Да, осенью. да. Вот, видите, вот колючку. Вот прямо сейчас полчаса назад заказал. А она чем целебная? Верблюжья колючка. Ой, она и сахар, и холестерин, малина, черника, шиповник, каштан, маточное молочко, липоцарская. Верблюжья колючка, кстати, здесь есть. Верблюжья колючка в этом. Все климаты. Да, орешки всякие, семечки. Вам яркие фотографии нужны, да? А? Яркие фотографии нужны? Нет, я видео снимаю. Это откуда все? С южных стран все, Пакистан, Узбекистан. Все, кто занимается сельским хозяйством. Другое вот- солнце, другой налив. А вот это вот там что? Это конфетки, это все конфетки, полностью весь ряд. Ну они из чего? А это мармелад внутри. А, просто мармелад. Просто мармелад, Я да. думала, с орешками там. А, всякие нет, вот нет. это что-то. Вон орехи. Добавлять. А, вот уже внутрь, да? То есть это не с, Это не не с цветов Нет, фисташек. нет, это не сок. Для чего его используют? Его как свечку, да? Можно. По-разному там применяют. Ну, я, допустим, нитки вощила для вышивки. Я за едой пришла, а ты за фурнитурой для своей вышивки. Да, да. Ириски барбариски любишь? Да, да. Они всегда вкусные. Да, очень вкусные. Сладенький, кисленький? Ну, он сладенький, он такой. Как правда у ириски. Это вот прямо, он да? Дайте мне маленькую баночку. В прошлые года всегда было больше, да? Особенно в начале, когда только начинались все эти выставки. А все-таки сейчас уже народ привык особо
Не любят люди ходить. И, конечно, продавцам вести такой тяжелый, дорогой товар не всегда выгодно, наверное. Ну вот приезжают те, кто самые стойкие, тоже им спасибо. Все-таки выйти, порадоваться воздуху свежему, вкусным меду. Представляешь, они будут стоять это еще сколько, 5-6 недель до конца августа. Да. По спросу, значит, спрос не такой большой у нас. Ну ты купила сколько? 2 товара. Ну, это же не важно. Конечно, он все равно окупится расходы. В любом случае, просто как бы там ни было, еще плюс пандемия, все боятся чего-то. Народу-то, посмотрите, он не так много. Потому что жарко, я бы не вышла бы из дома, если бы не выставка меда. Никогда якутянам жара не мешает, детям особенно. Да. И морозы тоже. Что мы все отогреваемся после долгой зимы. Вот там цены я смотрела где-то от 950, по-моему, было. От 800 не было, по-моему. 950 где-то до 1500. Получается, что я купила, что ли, почти полкило. Ну, у тебя контейнер, он где-то грамм на 350, где-то вот так же. Ну, может быть, ну, я имею в виду, если в него положить, допустим, салат, это будет где-то 300 грамм салата. А, нет, он большой. Полкило, да? Наверное, только есть. Наверное, будет дома. Да. Я думала поменьше. Ну ладно, в любом случае я люблю мед, не так часто мы его берем. Какой мед бы ты еще хотела купить, попробовать здесь? Да? Даже не знаю, честно говоря. Но если я так посмотрела, у них у всех все одинаково, нет ничего такого, какого-то необычного меда. Там единственное, что вот было до первого мужчины, то, что он говорил, мед из верблюжьих колючек. И все. Этого нет ни у кого нигде. Крем, мед из малины, там, из земляники, из каких-то ягод, это у всех стандартно. Пирга тоже у всех. Ну, это очень специфический все-таки товар, да, поэтому представь себе, что вот сало, например, ну сколько ты литров сала можешь сделать? Нет, но с другой стороны, крем-мед из малины, тут стоит 1000 рублей, тут стоит 900 рублей, там стоит 950 рублей. Конечно, я пойду покупать там, где 900 рублей стоит. Я крем-меды вообще нигде не люблю покупать, мне они не нравятся, вообще не понимаю, что это такое. Это липкая сладкая субстанция, на мой взгляд, полная фигня. Поэтому лучше пускай будет 10 видов меда, обыкновенного, нормального. Вот мне очень понравилось, что муж привозил мед из Чувашии, ну, с пасеки родственников. Там прямо крылышки были пчелиные, и мед, конечно, очень вкусный. Ну вот я надеюсь, что в августе, когда мы поедем собирать наш якутский свежий мед, он будет вкуснее, чем какие-то другие. С багульника мед собирают? Собираются всего. Багульник очень интересный, да, такое растение. Хочешь зайти зачем туда? Я уже не хочу идти. Угу, всероссийская акция, оказывается, была. Ну, может быть, вырастет, когда сирень будет красиво. Да, года уже прошло. Но кустики растут же вон. Ну, тяжело тут, она же все-таки не предназначена для Якутии сирени. При таком климате тяжело расти. Печально, конечно, что настолько прогрессивное человечество, да и сделано из каких-то материалов. Мой памятник, пойдем. А вот это что такое? Это же они глазки такие, да? Желтенькие. Я у них не разбираюсь. Да. Тут против синий, говорю, дельфиниум, да? Это синие, да. Красивые.